Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Хоккеисты сборной России проиграли команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге. Встреча завершилась в овертайме со счетом 1-2. В составе победителей взятие ворот провели Адам Хендрик и Эндрю Манджипан. Единственную шайбу россиян забросил Евгений Тимкин. Эта игра стала 19-й по счету в очном противостоянии команд в рамках чемпионатов мира. Теперь на счету сборной Канады 11 побед при 8 у российских хоккеистов. Добавим, что россияне проиграли канадцев в четвертом матче к ряду. В полуфинале турнира команда Канады сыграет с американцами. В параллельной игре сойдутся финны и немцы. Российский форвард Миннесоты Кирилл Капризов вошел в тройку номинантов на приз лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге. 24-летний Капризов проводит первый сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он забросил 27 шайб и сделал 24 ассиста, что является лучшим показателем среди дебютантов лиги и клубным рекордом среди новичков Миннесоты. В плей-офф россиянин провел 7 матчей, в которых отметился 2 результативными бросками и 1 голевой передачей. Напомним, клуб россиянина занял 3-е место в турнирной таблице западного дивизиона, а в серии первого раунда плей-офф уступил Вегасу со счетом 3-4. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой США в матче 4-го тура предварительного этапа Лиги наций. Игра прошла в Италии и завершилась со счетом 3-1. Самым результативным игроком встречи стал доигровщик россиян Егор Клюка, набравший 17 очков. Сборная России одержала 3-ю победу при 1 поражении и с 10 пунктами занимает 2-е место в турнирной таблице. Американцы с 6 баллами располагаются на 9-й позиции. В следующем туре российские волейболисты встретятся с командой Австралии, а американцы сыграют с поляками. Оба матча пройдут завтра. Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла итальянку Камилу Джорджи в матче 2-го раунда открытого чемпионата Франции. Результат встречи 7-5, 1-6, 6-2. В 3-м круге соревнований россиянка сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая в своем матче оказалась сильнее китаянки Джен Сайсай. В данный момент 20-летняя Грачева занимает 88-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Ее лучшим достижением на турнирах серии «Большого шлема» является выход в 3-й раунд. Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 4 медали на чемпионате России по стоклеточным шашкам. Соревнования прошли в Сочи. Урожайным получилось выступление якутских спортсменов в молниеносной программе. Так, среди мужчин на высшую ступень пьедестала взошел международный гроссмейстер Николай Гуляев. А в женских состязаниях звание победительницы завоевала мастер спорта Аяника Колодезникова. А обладательницей серебряной медали стала международный гроссмейстер Матрена Наговицына. Добавим, что Матрена на этом старте помимо данной медали записала в свой актив бронзу в быстрой программе. Якутянка в составе сборной России заняла 3-е место на первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров. Турнир завершился в Софии. Воспитанница детской юношеской спортивной школы номер 3 Виолетта Бирюкова, ныне представляющая Санкт-Петербург, завоевала бронзовую медаль весовой категории до 50 килограмм. Отметим, что команда России на этом старте стала обладательницей 6 наград высшего достоинства. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!